ГБАУ. Очередная постановочная спецоперация. Таджикистан. Журналистов обвиняют в экстремизме. Саммит глав государств Центральной Азии. Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон заявил 15 июля, что начата проверка по факту публикации видеозаписи, снятой силовиками в ходе спецоперации в Рушанском районе ГБАУ. Рахмон пообещал, что о результатах проверки будет сообщено журналистам. Журналист Рустами Джонни опубликовал на своей странице в Facebook видео, снятое таджикскими силовиками. На видео бойцы ОМОН занимаются сбором тел погибших и подбрасывают им оружие. Также за кадром звучит приказ класть им в руки оружие. По утверждению журналиста, видео снято после спецоперации, в ходе которой погибли 5 жителей Рушанского района. Едгор Улом-Хайдаров, Алишер Пачоев, Хабиб Мавладодов, Джангибек Шехбуров и Дахунда Паллаев. Эти фотографии неоднократно были показаны государственными телеканалами, а погибших обвиняли в вооруженном сопротивлении властям. Видеозапись демонстрирует, что фотографии Глумхайдарова Едгора Мамадбековича, Пачоева Алишера Сафармамадовича, Мавладодова Хабиба Фиткаевича, Шехбурова Джангибека Душанбиевича и Палаева Духунды Худобандаевича являются постановочными, отмечает Рустами Джонни. Напомним, что по итогам так называемой спецоперации в ГБАУ, проведенной таджикскими силовиками в мае этого года, было убито более 40 человек. Примечательно, что это уже далеко не первый раз, когда выявляется постановочная спецоперация в Таджикистане. Так, например, после проведенной 6 ноября 2019 года спецоперации возле погранзаставы Ишкобод, таджикские власти сообщили о 15 убитых боевиках ИГИЛ, среди которых была и женщина. На сайте МВД РТ появились фото убитых с места событий. На фото убитые были в наручниках. Убитая женщина была в домашних тапочках. После обрушившейся критики в адрес властей о постановочном характере спецоперации, фото были удалены со всех ресурсов. Также в январе 2011 года власти заявили об уничтожении Аловуддина Давлатова, известного как Али Бедаки, и 7 его сторонников в ходе спецоперации в Ражском районе. По государственным телеканалам был показан видеосюжет с телами убитых, однако позже в сети появилось видео с задержанием и допросом Али Бедаки, в адрес которого звучали угрозы и оскорбления. Начальник управления по борьбе с организованной преступностью МВД Таджикистана Шоди Хафиззода сообщил на пресс-конференции 19 июля, что в отношении Абдусаттора Пирмухаммадзода возбуждено уголовное дело по статье 307.1 УК РТ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Ранее представитель Генеральной прокуратуры Таджикистана заявил, что журналист Абдусаттор Пирмухаммадзода взят под стражу до 19 июля по обвинению в неповиновении законным требованиям сотрудника милиции. Журналист был задержан 9 июля сотрудниками ОМВД Вахдата. На пресс-конференции Шоди Хафиззода также прокомментировал задержание журналиста Абдуллох Гурбати. По имеющейся у нас информации, журналист Абдуллох Гурбати подозревается в применении насилия в отношении представителя государственной власти и его оскорблении, а также в членстве в запрещенной в Таджикистане партии Исламского возрождения, сказал он. Ранее в СМИ сообщалось, что в отношении Абдуллох Гурбати прокуратурой района Шахмансур возбуждено дело по части 1 статьи 328 «Применение насилия в отношении представителя власти». 21 июля в кыргызском Чолпон-Ата прошла 4-я консультативная встреча глав государств Центральной Азии. На встрече был подписан договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в 21 веке. Документ подписали Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, а Таджикистан и Туркменистан воздержались от подписания данного документа. Таджикистан и Туркменистан присоединятся к договору после завершения внутригосударственных процедур в их странах, сообщается на сайте президента Кыргызстана. Согласно договору, стороны будут оказывать друг другу всестороннюю поддержку и взаимную помощь в вопросах предотвращения угрозы их независимости, суверенитета и территориальной целостности. В случае возникновения ситуации, представляющей собой угрозу одной из стран, могут быть проведены соответствующие консультации, как в двустороннем формате, так и в рамках консультативных встреч глав государств Центральной Азии с целью определения мер, способствующих эффективному предотвращению возникшей
угрозы. В договоре также говорится о запрете государствам ЦА использовать военную силу друг против друга и вступать в военные союзы. Саммит глав государств Центральной Азии проводится по инициативе Шавката Мирзиёева для поддержания доверительного диалога и выработки согласованных подходов по актуальным региональным вопросам. Впервые саммит лидеров региона состоялся в марте 2018 года в Нур-Султане, второй раз в ноябре 2019 года в Ташкенте. Третья встреча прошла в августе прошлого года в национальной туристической зоне Аваза в Туркменистане. Пятый саммит пройдет в 2023 году в Душанбе. Почетным председателем саммита является первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а обычное председательство передается хозяину саммита.